Merhaba dostlarım. Передача «Крым татар yemekleri» и я, ее ведущий Рустем Дервиш, снова с вами, чему я несказанно рад. Сегодня мы собрались на нашей кухне для того, чтобы приготовить два блюда. Мы сегодня будем готовить два блюда. Значит, это у нас шорба, традиционная классическая шорба. Что такое шорба? Шорба – это просто в своей основе мясной бульон. Одна основа у этого слова – шорба, чорба, сорпа, сурпа. В зависимости от региона, от вообще, где это блюдо готовится, оно называлось, естественно, по-разному, потому что люди на других языках говорили. Но основа, вообще считается, что основа, корень этого слова – арабский шариба, то есть питье. У нас еще есть посуда, там, или другие напитки, шербет, предположим, или кружка, мешрепе, или халай, еще одно слово есть. Мешрепе, корень тот же, то есть то, что мы пьем. Это про шорба. Второе блюдо у нас будет хатмерли борек. Чуть не забыл, все хатлама хотел сказать, но по сути это одно и то же. Хатлама, хатмерли, то есть хатмер, хат-хат. Хат – это слой. Хатмерли борек – это значит пирожок, борек. Для шорба нам нужно, значит, хорошее мясо. Это у нас грудинка. А для пирожков я взял баранью ножку. Она у нас там сзади, но в шорба я ножку тоже положу. То есть это у нас грудинка, получится наваристый такой. Здесь слоями, видите, мясо, жир. Мясо, соль. Значит, перец, помидоры, болгарский перец, морковь, чеснок, лук, картошка. Это все нам понадобится для шурпы. В зависимости от региона Крыма, от вашего достатка, я не знаю, или от желания повара, мы уже в шурпу добавляем все, что мы хотим или считаем нужным. А пока мы долго, чтобы это не растягивать надолго, мы сразу начнем. Поэтому одеваем фартук. Смотрите, доска для мяса и доска для теста – это две разные планеты. Ни в коем случае не путайте это. Чуть-чуть поправляем ножик. Всегда не устаю об этом говорить. Это у нас надо порезать где ребра. Ого, стоп. Вот, не там начал. Еще раз говорю, я же не мясник. Короче, шурпа нам позволяет варить большие куски. И оно варится, в принципе, животное молодое. Оно быстро сварится, в течение часа мясо будет готово. И все остальное там. То, что мы туда положим, это ребра. Вот. Барашка у нас отдельно, в другом месте. Все тогда. Тогда все, тогда мы идем на улицу. У нас там наш оджах, с которым вы уже знакомы, где находится наш легендарный фурун. Разжигаем оджах, наливаем воду, закладываем мясо и потом сюда возвращаемся, чтобы продолжать. Поехали. Как раз огонь разжигать. Как раз в такую погоду шурпу лучше не придумаешь. Горяченькая. Сегодня очень сыро, дрова сырые, поэтому я воспользовался современной химией, чтобы оно не мучиться с этими сырыми дровами. Какой-то добрый человек придумал вот этот розжиг. И все. Сегодня даже вода замерзла в кране. Поэтому... Так, все. Огонь у нас горит. Отлично. Пошло дело. Когда холодно, огонь. Все, мы огонь разожгли. Воду
Наливаем. И опускаем мясо. Так, закладываем мясо. Просто мясо в чистую воду. Мясо красивое. Все, мы это все. Где мы? Эта штука называется чомуч. Сам делал. Поправляем мясо. Оно все у нас должно быть в воде. И все. Теперь мы оставляем в покое это. Спустя какое-то время очень важный момент будет, когда вода нагреется и появится пенка. Вот эту вот пенку нужно снимать обязательно, потому что если мы этот момент пропустим, то вот эта пеночка, она потом растворится в воде, и бульон будет мутный. А нам нужен бульон прозрачный, ну, эстетика. Не нужно об этом никогда забывать. Вкусная еда, как правило, красивая. Красивая еда, как правило, вкусная. Все, мы это оставляем все в покое. И идем. Здесь у нас присмотрит за этим специально обученный человек. А мы идем в нашу теплую кухню домой. Теплую, красивую кухню. Пока у нас там на улице все нормально, огонь горит, мясо мы заложили. У нас есть время до пенки. Мы сейчас будем делать тесто. Полкило муки. Вот это у меня совочек был, как-то я его мерил. А что я это в руки взял? Не надо торопиться. Не надо торопиться. Мы когда работает человек, не должен торопиться. Торопиться надо медленно. Когда вы делаете что-то в попыхах, все равно потом будете переделывать. Как бы я всегда так примерно ложу, потому что люди разные, кому много, кому мало. Вода теплая. Это мы сейчас замесим, для того, чтобы отложить в сторону. Задача наша вот так промесить тесто хорошенечко. Максимально, насколько мы это можем. Тесто у нас готово. Сейчас быстренько нам надо сделать хайма. Так, а сегодня мы делаем хайма нашим обычным традиционным способом. Вот такое мясо должно быть жирным. Есть вот это у нас жирный кусочек. И вот здесь. Это барашка, задняя нога. Так, столько мяса нам хватит. Кстати, вот у других народов есть вот такое вот, когда они ножами мясо режут? Кто-нибудь знает? Я не встречал. Может быть, мы мало ездим по миру. Очень часто ножи точат. Часто нож не надо точить. Правильно заправить заточенный нож. Нужно просто поправлять. Так, пошло дело. Вот такой интересный способ, да? Что нам? Это нам нужно просто размельчить мясо, да? Так, мне уже там говорят, что пеночка появилась на нашем бульоне. Сейчас мы ее пойдем быстренько снимем и придем продолжим вот это дело. Так, все хорошо. Процесс. Самое интересное, что процесс регулируется вот этой задвижкой. Если мы ее откроем до конца, пламя будет горизонтально и прямо улетать в трубу. Поэтому ее чуть-чуть прикрываем. Пламя направляем на дно казана. Водичка достигает нужной нам температуры. И теперь самое главное снять вот эту вот пену. Сейчас вода еще прогреется. Так.
Все, с хазаном мы разобрались. У нас осталось тут недорезанный один лучок. Я люблю лук, поэтому побольше. Там, если что, кто-то не любит или еще что-то, вы по-своему. Я рассказываю, как я делаю. Посолим немножечко. Так, это по опыту. С ним поработаем. Сливочное масло, топленое сливочное масло. Берем пару ложек. Где моя сковородочка? Вот такой у меня есть ковшик красивый. Нам нужно растопить масло, пару ложек. Так, какой сейчас зажгется? Эй, где газ? Вот газ. Работаешь когда? Очень себе сложно представить, чтобы с тестом работали на улице. Так, теперь наше дело. Надо завернуть. Но мы это уже делали, когда мы делали кобити. Взять то же самое. Мы сейчас завернем все это. Вот таким образом, закручивая, мы создаем слои. И потом еще вот так подкрутим. И в холодильник. В морозилку даже положим, чтобы нам долго не ждать, минут на 15 в морозилку. И потом он встанет, когда мы дальше с ним начнем работать. Так, идем к хазану нашему, к нашей шурпе, потому что у нас тесто уже в холодильнике, и у нас есть 20 минут, пока оно в морозилке. Сейчас мы должны заложить, значит, наш укропчик, лук, морковку, черный перец, соль, ложка с собой, главный инструмент с собой. Поехали. Дождь идет. Фу-ху, вот это мне нравится. Вот это самый интересный момент. Ой-ой-ой, как красиво здесь. Соль мы сейчас положим. Где моя ложечка? Попробуем соль. Мы еще совсем соль не ложили, поэтому я думаю, чуть-чуть черного перца. Морковочка пошла целиком. Морковка. Зелень прям пучком ложим, мы ее потом оттуда достанем. Лук. Все, перец мы положили, все. Пусть оно дальше у нас потихонечку вот так томится на огне. Мясо набирает аромат овощей. Бульончик набирает вкус овощей. Вот он должен вот так медленно кипеть, потихонечку, чтобы бульон оставался прозрачным. Дальше мы чуть-чуть прикроем. Сегодня холодно. Все, дальше нас ждет наша кухня. Ого, на улице сегодня такая непогода. Так, на чем я остановился? Я как этот многозадачный станок. Так, есть. Вот смотрите, сейчас у нас тесто в холодильнике. И уже дело подходит. Операция подходит к концу.
Миссия выполнима у нас сегодня. Достаем наше тесто, которое в морозилке. Масло застыло там. О, холодное. Масло застыло. И вот это масло между слоями из теста, застывшее масло, создает нам вот эти слои. Не дает соединиться. Вот так я нарежу. Нужно было толще накрутить, конечно. Но как получилось. Сейчас посмотрим, какие получатся. Так. Потом мы вертикально ставим и чуть-чуть под углом вот так прижимаем. И эти слои раз смещаются. Если оно сейчас масло растает, то оно растворится в этом тесте, и у нас слоев не останется там. Мы называем это хатмирли бурек. Сегодня готовим и называем это хатмирли бурек. Если сейчас мы спросим, у меня есть друг хороший, знакомый, все его знают, это очень уважаемый человек у нас в Крыму, Иса Хайбулаев. Вот если мы ему покажем на вот это вот блюдо и спросим, что такое, он скажет: это же джантах, скажет он. Вы что? А если мы русского человека в Крыму, который сегодня живет, спросим, он скажет: это караимские пирожки, скажет он. И все как бы правы. Где правда? Правда, как известно, зависит от точки зрения. Ну, все правы по-своему. Потому что хатмирли бурек – это конкретно название, то есть слоеный пирожок. Что такое бурек? Бурек – это пирожок. Они бывают не обязательно слоеными. Он может быть и не слоеный, как чебурек, чеберек, мы говорим, да? Там же не слоеное тесто, но однако его тоже называют бурек. Или пироги всякие разные, они тоже не слоеные. Подошло время. Где масло? Сейчас мы масличком сразу смажем. Где мое масло? Вот мое масло. Чтобы не прилипло. Это чуть-чуть смажу эту. Так, есть. Так, наш. Ого, что-то у меня много, столько фарша получилось. Ну, мясного фарша много не бывает. Это барашка с лучком, с жиром. За кадром мы сделаем еще какое-нибудь вкусное блюдо. А пока мы начинаем. Мясо нужно не жалеть. Так, все, мы вот так его сейчас складываем, фиксируем. И потом закрепляем такой ажурный край, делаем, как бы заплетаем такую косичку, как на кобите мы так делали. Эстетика тоже главное в нашем деле. Поправляем. Вот. Обязательно лучка должно быть побольше. Жир, все должно быть в меру, все должно быть здесь у нас. Так, складываем. Фиксируем. И заплетаем косичку. Хотя это не косичка, но край. Мы вот так замок закрываем, этот, если говорить языком медника. И фиксируем. И все. Форму равняем. Получается вот такая прекрасная штука. Так, все, я накрыл. Отдохнет. Потом мы сверху мажем. Я тут подготовил, где он? Вот. Подготовил. Здесь уникальный секретный состав. Секретный, никому не скажу. Это желток со сливками. Значит, мы сверху намажем, потом кунжут для красоты и вкуса и в духовку. Духовка у меня уже греется. Все, наша задача, пока у нас тесто стоит, наша задача нарезать все для нашей шурпы. Сейчас мы это все нарежем, и это у нас пойдет все в хазан с шурпой. Отдельно вот так положим. Так, морковку мы режем колечками.
Так, с морковкой все, разобрались. Теперь мы добавим, значит, еще у нас есть болгарский перец, побольше возьмем, он сладкий перец. Сделать его вкусным и красивым. И все, что у нас есть вот на рынке в нашем, где мы живем, мы идем на рынок и покупаем себе для шурпы все, что мы хотим. Ну, чтобы улучшить вкус. Ухудшать не надо. Люди привыкают к чему-то и начинают готовить вот так. От района страны, там, Крыма, Узбекистана зависит, как люди готовят. А это у нас пойдет в духовку. Но прежде чем оно пойдет в духовку, чтобы был очень красивый внешний вид такой, сейчас мы украсим. Это у нас смесь желтка со сливками. Но разве можно испортить желтком со сливками? Нет, это только улучшает вкус. Потом еще сверху будет у нас. Видите, он чуть-чуть постоял. Там же процессы в тесте происходят. Оно нагревается и чуть-чуть поднимается, обретает свою вот форму. Так, теперь осталось у нас красивая вот эта вот присыпочка. Кунжутом присыпаем. На самом деле повар это как художник. Вот этими крупными мазками. Здесь же художник, он же апеллирует красками, на нас воздействует своими, как он видит этот мир. А повар красками, формой и еще и вкусом. Представляете, сколько рычагов у повара в руках. Так, все. Это мы отправляем в духовку на 45 минут, 180-190 градусов. Ну, это я говорю, но все равно за процессом нужно следить. Это в духовку, и мы идем на улицу. Нас ждет шурпа. Ого, вот это да! Это вам не дома на кухне, там, на современных кухнях. Это все по-настоящему у нас тут происходит. На живом огне. Так, пока сюда положу. Так, наша задача. Сейчас мы оттуда вот эти большие куски забираем, которые мы укладывали. Нам они теперь там не нужны. Лучок. Ой, какой запах, невозможно. В таких условиях нужно платить за вредность. Бедные повара, я вот это даже не представляю, как они работают. Все отлично. Ну-ка. Отлично. Ну, я другого не ожидал от себя. А вот картошку можно всю. Это получается 2 в 1. Это чисто такое мужское блюдо, наваристое. Так, у нас еще есть паприка для цвета и запаха, и вкуса. Мы ее щедро вот так добавим. Соль не нужно. Ну, собственно говоря, и все. Сейчас мы ждем, когда это все скипит. 20 минут. 20. Короче говоря, картошка сейчас сварится. Мясо у нас уже готово. Ух ты! Это получается просто чудо из чудес. В сочетании с цветом меди. Это не шурпа, а произведение искусства. Это и сытно, и вкусно, и очень красиво. Здесь у нас все хорошо, прекрасно. Так, все, здесь все хорошо, за это можно не переживать. Огонь нормальный, процесс идет. Через некоторое время это все будет готово. А я пойду на кухню, потому что у нас там в духовке наши бариклер требуют нашего особого внимания. Ох,
Та-да-да-да. Ну разве это не прекрасно? Сам себе удивляюсь. Слушайте, смотрите, как красиво получилось. Ого, отлично. Так, теперь смотрите, по технологии. У нас же там еще шурпа. Сейчас мы должны это все выложить и закрыть. То есть вот то, что мы сделали, оно должно постоять немножко. Его надо накрыть. О, какие они красивые получились, слушай. Сейчас если... Так, некоторые прилипли, везде масло не попало, везде одинаково, видать. Так, мы это накрываем, потому что сейчас они сухие, они должны чуть-чуть постоять, вот это, чтобы влагу не потерять. Они минут 5-10 должны там полежать, прийти в себя после вот этого жара в духовке. И сейчас мы пойдем, еще у нас там шурпа есть. Смотрите, какая интересная штука. Шурпу у нас всегда ели, не просто поели шурпу, на этом дело закончилось. Ну, как правило, это же с хлебом ели или с сухарями ели. Вот как мы, у нас была передача про чубан-шурбасы, когда шурпой заливали сухари, специально приготовленные для этого. Сегодня-то мы будем кушать борекни или там кобетени ашедлер. Ну, с кобете кушали шурпу. То есть и первое, и второе блюдо получалось. Но есть такая еще интересная история и факт. На картах 18 века, значит, около Ханского есть садик. И там на этих картах этот садик обозначен как общежитие пекарей. И там, значит, ну, соответственно, если пекари целое общежитие, значит, было производство хлеба и где сушили этот хлеб. И историки считают, что есть такая традиционная еда, да, когда хлеб заливали бульоном мясным и ели. Это быстрое приготовление хорошего, сытного блюда. Вот. И считается, что, значит, вот эти сухари готовили в больших количествах и брали с собой в походы. Так, бореклер у нас на своем месте. Он прям такой тепленький. А я пойду за шурпой, наберу сейчас. Вот это у нас для овощей, а это у нас для шурпы. Так, чуть-чуть передержали. Чуть-чуть передержали. Температуры было много. Это все выкладывается вот так на блюдо. Вот так красиво. А шорба подается отдельно. Поэтому говорят гель ич шорбай. Не говорят аша. Я уже это где-то говорил. Гель шорба аша моя. Говорят гель сурпай ич. Говорили. Ну и сейчас говорят. Не говорили, а говорят. И даже у нас посуда такая есть, специально для этого предназначенная. Шорбалах называется. В данном случае нам Ильдар Гусенов сделал. Получилась уникальная, густая, насыщенная. Такая уникальная вещь. Супер. Так, отлично. Несмотря ни на что, ни на дождь, ни на ветер. Смотрите, что получилось. Какой запах, просто я передать не могу. Так, пошлите пробовать. Теперь пойдем пробовать. Кульминация. Кульминация. Сегодня получилось так вкусно, даже несмотря на небольшую помарочку. В том смысле, что шурпа должна была быть просто прозрачной. Она у нас получилась более густой. Но на вкусе это никак не сказалось. Может быть, даже как-то новый вид шурпы появился. Вот, у нас есть такой шорбалах, который нам любезно изготовил специально для нас Ильдар Гусенов. Вот это шорбалах, это шурпа.
Шурпу не ели ложками, шурпу пили. Вот прямо вот так из косушки. Мясо, все овощи, все это сварилось, все красиво. Шурпа насыщенная. Там вот эти все вкусы переплелись. И момент истины. Хатмерли борек. Столько я сегодня над ним трудился. Надеюсь, не зря. На внешний вид, запах, все прекрасно. Вот эта культура приготовления таких прекрасных блюд уходит далеко корнями в нашу историю. Потом я теперь еще сюда добавлю кусочек мяса. Кусочек мяса, пока никого нету. Кусочек морковки и кусочек картошки. Я доволен своим результатом. Чуть самое главное не забыл. Зелень. То есть еще оттеночек добавляем весны. Короче говоря, я доволен своим результатом нашей работы. У нас очень богатая культура. Нам нужно только жить и наслаждаться у себя дома, в Харамда, в Крыму. Творить, работать, изучать историю, в том числе историю, кухню нашу. Сау olun, что смотрели нас. Увидимся в следующем выпуске. Аштатлы olsun.